Сегодня наша программа в Воткинске, который расположился на юге Удмуртии. Город известен многим, но мировую известность ему принес великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, который родился здесь в 1840 году. В Воткинске есть уникальный архитектурный комплекс – музей-усадьба Петра Ильича Чайковского. Это место не одно столетие является главной культурной жемчужиной Воткинска. Это, наверное, один из самых известных и уникальных культурных объектов Удмуртии. А во времена детства Петра Ильича Чайковского он являлся своеобразным центром встреч людей высшего общества. Званые дворянские обеды тогда собирали до 60 человек. В большом просторном доме на берегу пруда маленький Петр прожил первые 8 лет жизни. Впервые услышал звуки музыки, впервые прикоснулся к клавишам рояля. Во время посещения музея вы сможете побывать в мемориальном доме семьи Чайковских и окунуться в атмосферу безмятежного детства Петра Ильича. Услышите истории о семейных легендах и увидите предметы, принадлежащие семье композитора. Самая дорогая реликвия музея – это старинный рояль, к клавишам которого прикасались пальчики маленького Петра. Это первый из сохранившихся роялей композитора. Можно прогуляться по красивому парку усадьбы, обнять самую старую липу, которой больше 240 лет, загадать желание или заглянуть в теплицу, полную зеленых растений. Гостями музея было много известных людей. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, всемирно известный российский пианист Денис Мацуев и даже президент России Владимир Путин. Поскольку наша программа имеет гастрономическую тематику, то нам очень интересно было узнать о гастрономических предпочтениях семьи Чайковских. И вот Петр Ильич действительно с детства полюбил простую русскую кухню. Когда Чайковский приезжал из Парижа, из Вены, из любимейшей своей Италии, он каждый раз останавливался в первом русском трактире и заказывал одно и то же – кислые щи с черным хлебом и с наслаждением кушал. Вот они привычки с детства. Он был большим гурманом. Его любимое блюдо – макароны по-итальянски. Как вспоминали, дальше шла телятина под бешамелью, куриные котлеты со шпинатом. Из супов, скажем, конечно, любили и уху, и щи, ну и, конечно, летний суп, холодную ботвинью, которую мы сегодня попробуем с вами сотворить. Ну и, кстати, это одно из любимых блюд для Петра Чайковского и зрелого Петра Ильича. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы в Воткинске. А где мы можем быть в Воткинске? Ну, конечно, на родине Петра Ильича Чайковского, а точнее музея-усадьбы великого композитора нашего земляка. И сегодня мы будем готовить с Маргаритой. Это научный сотрудник музея. А что мы будем готовить? Мы будем готовить одно из самых любимых блюд семьи Чайковских. Мы будем готовить холодный суп, который называется ботвинья. Вот сейчас я думаю кого-то спросить, что означает слово ботвинья. Ну вот я, например, считаю, что ботвинья – это холодный суп на основе свекольного, ну скажем так, свекольного бульона. Ну вот я сегодня не вижу свеклы на нашем столе. А вот тут давайте разберемся в этимологии слова «ботвинья». Вообще «ботвинья» слово происходит от слова «ботеть». Означало толстеть. Но я не думаю, что это так, потому что от ботвини никак не потолстеешь. Второе предположение от слова «ботва». То есть в старину крестьяне в этот холодный суп добавляли всю возможную ботву. И шпинат, и щавель, и действительно ботву свеклы. Но вот именно яркий свекольный цвет, это появилось гораздо позднее. Ботвинью называли изначально зеленым супом. Поэтому должна быть зеленая ботва, как у нас. Маргарита, давайте расскажем нашим зрителям, что у нас сегодня на столе и с чего мы будем готовить. Прежде всего, для ботвиньи нужен хороший квас, но и ботвинья – это рыбный холодный суп. Поэтому на столе у нас лосось отварной, лосось, красная рыба. Часто готовили ботвинью и с белорыбицей, и с балыком, и со осетриной, и со стерлядью. У нас лосось. Ну и, конечно, нужна ботва. Начало весны, поэтому ботву найти достаточно сложно, ботву свеклы тем более. Поэтому у нас на столе шпинат
и щавель. Для ботвиньи нужны свежие огурцы. Мы будем в ботвинью растирать желток вареного яйца. Ну и, конечно, вот такие ароматические, вкусные, пряные добавки. Нам нужен хрен и нужна горчица. После того, как мы смешаем ингредиенты, мы непременно посыплем ботвинью нарезанным укропом и зеленым луком. Зеленью. Да. Ну и, конечно, соль и сахар, Да, как в любой суп. традиционные специи. С чего мы начнем? Чтобы не задерживаться, мы сразу отправим нашу зелень в кипящую воду. После этого мы будем перетирать и шпинат, и щавель через сито. Все понятно. Отправляем зелень в кипяток. Итак, я так понимаю, что нам необходимо нарезать огурцы, да? Как мы будем резать огурцы? Мы будем резать мелким кубиком, ну, примерно как на окрошку. Кстати, я хочу сказать, что здесь есть такие ингредиенты, скажем так, по мотивам окрошки. Но вы знаете, я прочитала, что в богатых семьях или в модных ресторанах в XIX веке, вы не поверите, ботвинью готовили даже с шампанским вместо кваса. Но вот как раз семья Чайковских очень любила летом побаловаться ботвиньей. Есть такая уже знаменитая ставшая история про то, как Петя шалил с ботвиньей за столом. Вот дело в том, что когда мама уезжала по делам, например, в Петербург, конечно, с папой весь этикет за столом забывался. Илья Петрович пишет Александре Андреевне: «Вчера в 2 часа вернулся с фабрик. Дети по обыкновению меня встретили, сели обедать, а Поля обедал у меня на руках». Это младший сын Чайковских. Ну и дал мне знать. Пролил сначала стакан квасу, потом тарелку супа и, показывая на стол и пол, говорил «бя». А Петя всех насмешил. Он стал дуть на ботвинью со льдом и говорит: «Ботвинью надо простудить». А Саша подняла на него глаза и отвечает: «Петя, а разве ботвиньи бывают горячими?» И сказала это она так мило, что я встал и расцеловал их всех. Но современный человек, может быть, не каждый поймет, почему ботвинью нужно простудить. Потому что холодный суп, в который даже очень часто добавляли еще лед. В словаре Даля мы читаем, что такое ботвинья. Рыбное кушанье с квасом и с разной зеленой ботвой. Ну да. Вот у нас огурчики нарезаны. Что мы будем делать с яйцами? Просто мелко нарезать? Вот отличие от окрошки. Так. Чистим от белков, и потом желтки мы с вами будем перетирать через сито. Угу. Давайте почистим от белков. Угу. Вообще, сюда? Да, на 12 стаканов квасу, как говорится, нужно было килограмм лососины, 4 огурца, ну и дальше добавки. Ну и по вкусу желтки. Ну что же, попробуем перетереть наши желтки. Положим их в сито. Вот отлично растирается в сите. Я думаю, что это можно будет просто высыпать. Петр Ильич очень любил ботвинью с осетриной и с тонким балыком и со льдом. Чайковский был очень большим гурманом. Он очень любил спаржу, кукурузу, разную зелень. Каждый день он ходил смотреть в оранжерею, как зреют ананасы, абрикосы и персики, его любимые плоды. Готовы наши желтки, и мы ждем, когда сварится шпинат. Еще один интересный исторический факт о жизни юного Петра Чайковского. Особенное место во время трапез отдавалось чаепитию, во время которых к столу подавали настоящий китайский чай, который очень любил маленький Петя. На каждой экскурсии мы рассказываем про традиции чаепития в доме Чайковских. В доме, в нашем музее, находится одна из реликвий – это чайная шкатулка. По семейной легенде, чайную шкатулку Александра Андреевна хранила не где-то, она хранила ее в спальне, и ключ от шкатулки был только у нее. Почему? Потому что в те времена чай, конечно, был очень дорогим, и каждый год Александра Андреевна выезжала за чаем, за кофеем, за сахаром на ярмарку в Нижний Новгород. Говорят, что самое любимое варенье к чаю Чайковских было не какое-то, а царское варенье из нашего уральского винограда.
Конечно, это крыжовник, которого было опять же в изобилии. Из каждой ягодки иголочкой нужно было извлечь все семена и начинить каждую ягодку кусочком грецкого орешка. Можете попробовать сварить. Мне кажется, это подвиг, да, сварить такое царское варенье. Ну и как раз вспомните танец господина китайского чая из балета «Щелкунчик» Чайковского. Прелестный танец, но заметьте, не просто чай, господин китайский чай. Ну и, наконец, маленький Петя, ему 8 лет, он из Воткинска пишет письмо тете, сестре Александры Андреевны, она уехала жить в Омск. И он ей пишет: ну теперь-то вы живете ближе от Китая и можете вдосталь пить чай. Вот представление Петра Чайковского, да, о богатстве. Каждый день можно пить хороший китайский чай. Готов наш шпинат. Очень уварился он у нас, конечно, да. Была такая веселая большая кучка, и вот совсем немножко, но сейчас мы будем это перетирать через сито. Я правильно понимаю, да? Да. Нам нужна такая зеленая масса однородная, поэтому аккуратно, можно даже немножко водички, и начинаем перетирать в глубокую емкость. Постепенно превращается в такую пюре. кашу. Да, в кашу. Оказывается, ботвиньи, ну, сначала они были в крестьянских семьях, конечно, потом перекочевали, так сказать, на дворянский стол. И, например, ботвинья – это было одно из любимых кушаний Александра I. И вот забавный исторический анекдот. Александр I очень уважал посла Великобритании, и он решил ему отправить ботвинью. Ну и в качестве презента. Да, чтобы он попробовал. Угощение. Со льдом. Благо, дом располагался рядышком у посла. При встрече он поинтересовался, как же вам наша русская ботвинья. Посол покраснел и сказал, что, ну, наверное, свежеприготовленное блюдо немного лучше, чем подогретые. Для него подогрели ботвинью. Ну и, соответственно, представляете, какой получился вкус. Поэтому не подогревайте ботвинью. Теперь он остывает. Мы с вами режем зелень. Это окончательно потом собираем. И пробуем. И пробуем, да. Готов у нас шпинат, мы его протерли. И теперь мы можем приступать к его, так сказать, насыщению. Да? Это, напоминаю, хрен. Хрен. Очень ароматный. Мы добавляем горчицу. Нашу любимую русскую горчицу. Для чего нужен желток? Чтобы дать вот эту насыщенность квасу. Чтобы, как говорится, не чувствовать, что это просто водичка, а что это вот такой все-таки у нас суп, пусть и холодный. Самая важная миссия. Вы добавляете квас, ну и хорошенько размешаем. Аромат просто необыкновенный. Чудесный, конечно, пахнет зеленью. Нужно, я думаю, вот столько достаточно, да? Сейчас это все будет настаиваться. Так, соль. И сахар, да? Сколько нам нужно? Ну, я думаю, что чайную ложку, наверное, где-нибудь. Да, я думаю, будет достаточно. Собственно говоря, основа для нашего супа ботвиньи, она готова. Такой зеленый суп, как нам и обещали. Нарежем зелень. Да, я готова укропчик. Я режу лучок. Зеленый лук. Потому как девушка готовила ботвинью, они судили как о хозяйке, да? Хороша или плоха? Ну, я думаю, что у нас должно все получиться замечательно. Да. Так, ну, я так понимаю, что мы уже сейчас совсем-совсем скоро, и мы приступим к сборке нашей ботвиньи. Но вот, во всяком случае, сейчас уже Маргарита добавляет огурцы. У нас емкость небольшая, поэтому огурцов мы добавим примерно половинку, потому что мы готовим на 2 порции для меня и Маргариты. Ну вот наступает самый приятный момент нашей программы – это дегустация. И у нас здесь практически уже все готово. Вы видите, у нас даже появилась красивая скатерть, потому что мы же все-таки находимся сегодня в дворянском доме, и должно быть все как положено, как говорится, в хороших домах. Маргарита, передаю бразды правления в ваши руки. Давайте будем собирать ботвинью. Сначала мы наливаем зеленую основу, душистую, весеннюю или даже летнюю. Теперь мы добавляем в каждую порцию отварную рыбу. В нашем случае это лосось. В роскошных рецептах можно добавлять еще, кстати, красную икру или раковые шейки. Это уже на ваше усмотрение. Конечно, не пожалеть
для каждого человека, густой. Да, хорошей, добротной сметаны. Ну и, наконец, все это нужно украсить Зеленью, да. Да, зеленью. Ну вы посмотрите, какая у нас получилась красота. Что не программа, то кулинарный шедевр. Давайте будем пробовать. Так, сейчас я дождусь, когда Маргарита положит порцию этой прекрасной ароматной ботвиньи себе. Ну, как Маргарита уже сказала, слово «ботвинья» происходит от слова, старинного русского слова «ботеть». И вы посмотрите, вот моя порция, она добротно положила и себе. Ну, понятно, достаточно взглянуть на ее талию, чтобы понять, ей никакая ботвинья не страшна. Честно говоря, пробую ботвинью первый раз в жизни. Вкусно. Очень вкусно. Все удалось, все прекрасно у нас удалось. И представьте, жаркий день, июль, ботвинья со льдом. Я обязательно повторю на даче этот рецепт. Спасибо за такой чудесный рецепт. Сегодня мы не только вкусно поужинали здесь, в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, но и узнали очень много нового благодаря Маргарите. И в память о нашей встрече мы, конечно, дарим нашу фирменную кружку проекта «Удмуртия со вкусом». Пусть она найдет свое место здесь в музее, пусть не на самых главных экспозициях, а где-нибудь в уголке, как вот в этой людской избе, где мы готовим. Кстати, это раньше была баня семьи Чайковских. Благодарю вас за чудесный проект. Мы рады вас пригласить в семью Чайковских к ним в гости, потому что семья Чайковских была самой гостеприимной в Воткинске, и теперь это продолжается. Но и в нашем музее проходят не только обычные экскурсии. Можно побывать на настоящем обеде по-дворянски, во время которого прямо в доме Чайковских мы пробуем все любимые блюда семьи Чайковских. Приезжайте, у нас не только красиво, не только музыкально, но и вкусно. А наша программа продолжает кулинарное путешествие по просторам Удмуртии. Впереди еще много интересных встреч и вкусных открытий.